Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшехшара. Я ее ведущий Нарсо Абухба. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Адвокат – это нанятая совесть. Палате адвоката в Абхазии исполнилось 100 лет. Конкурс «Воспитывающий патриотизм». В Сухуми прошел конкурс строевой подготовки среди школьников, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Перераспределение средств. Профицитные средства бюджета за прошлый год будут использованы для благоустройства столицы. Палате адвоката в Абхазии 6 мая исполнилось 100 лет. В конференц-зале Кабинета министров состоялось заседание, посвященное знаменательной дате. В мероприятии приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Поздравить абхазских адвокатов с их профессиональным праздником приехали их коллеги из России. С подробностями Алика Трапш. Открывая торжественное заседание, председатель Палаты адвокатов Абхазии Константин Чагава рассказал об истории становления Института адвокатуры республики, формирование которого было заложено в далеком 1922 году, когда Рывком СССР Абхазии принял постановление об организации защиты по уголовным делам и представительства сторон по гражданским делам. А уже через год на объединенном заседании Президиума ЦИК и Совнаркома СССР Абхазии утвердили положение об адвокатуре и о коллегии защитников. И первым председателем Президиума коллегии адвокатов Абхазии был Борис Захаров. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на общем собрании адвокатов избрали новый состав Президиума коллегии адвокатов Независимой Республики. С 2006 года коллегия опирается на закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Абхазии. В настоящее время в Абхазии статус адвоката имеют порядка 150 человек. В жизни много ситуаций без адвокатов, и в них не обойтись. Вы ждете наград, похвал, оваций, потому что для вас это работа, смысл жизни. Вы обеспечиваете доступ граждан к правосудию, защищаете их права и свободы, руководствуясь законами и лучшими традициями абхазской адвокатуры. От всей души желаю вам, мои дорогие коллеги, счастья, удачи, всегда стремится к росту, чтобы помогать людям. На торжественном заседании с вековым юбилеем Палату адвокатов поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Он отметил, что адвокатура, как и институт защиты, является одним из основных гарантов укрепления государственности. Деятельность адвокатов направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе. Юбилейная дата – важный повод вспомнить о ваших предшественниках, которые на разных исторических этапах участвовали в формировании абхазской адвокатуры, и выразить им благодарность. Я считаю, что нужно отдельно вспомнить Ивана Чантовича Заранее, который заложил основы адвокатской деятельности в современном абхазском государстве. Желаем вам, обращаюсь к молодому поколению, сохранять преемственность поколений, добрые профессиональные традиции и опыт коллег, чья практика начиналась в далекие годы. Пусть ваши знания, верность идеалам правды и справедливости и впредь помогают отстаивать конституционные права и свободы граждан. Успехов вам в работе и всего самого наилучшего. Роль защитника адвоката в разбирательстве дела судом очень важна и значительна. Адвокат своей деятельностью содействует устранению нарушений законов, занимая позицию защиты прав и законных интересов граждан, организаций и тем самым выполняет профессиональную обязанность и нравственный долг перед обществом. Выражаем уверенность в том, что адвокатское сообщество Республики Абхазия и в дальнейшем будет вносить достойный вклад в развитие и укрепление конституционного строя Республики Абхазия. Обеспечение доступа всех граждан к правосудию, руководствуясь лучшими традициями абхазской адвокатуры. Примите слова глубокой благодарности за преданность общему делу, за понимание, важность задач, стоящих перед вами. 100 лет – это очень большая дата. Мало кто может вообще похвастаться из структур, что у них за плечами такой большой опыт функционирования. Я желаю вам, чтобы ваша крепкость духа, принципиальность, гражданская принципиальность стала залогом ваших дальнейших профессиональных успехов. От всей души вас поздравляю, желаю вам мира, добра и всего самого наилучшего. На торжественном собрании поздравления от имени генерального прокурора Адгура Агарба зачитал его заместитель Руслан Тыркба. Правоохранительные органы, суд и адвокатура призваны выполнять одну задачу – способствовать осуществлению правосудия, что означает стоять на страже закона,
защиты прав, свобод и интересов граждан. Только наша совместная деятельность создает необходимые условия для постановления судом законных, обоснованных и справедливых решений. Уважаемые коллеги, в этот торжественный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, успехов в выполнении сложных и ответственных задач и неисчерпаемой жизненной энергии. Поздравить абхазских адвокатов с их профессиональным праздником приехали их коллеги из России. Хотелось бы и от всего адвокатского сообщества Карачаево-Черкесской Республики, и от себя лично пожелать вам прежде всего мира, благополучия и достатка в ваши дома, благодарных вам клиентов. Примите самые искренние поздравления со столетием адвокатуры Абхазии и Республики. Желаю вам и всему вашему сообществу самоотверженности, неиссякаемой энергии, беззаветной преданности избранной профессии, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов вам. Работа адвокатов очень сложная и ответственная. Они оказывают квалифицированную юридическую помощь гражданам, защищают их интересы и права в суде. Рамина Пасанья более 10 лет работает адвокатом в Абхазии. За ее плечами опыт работы и в России. Несмотря на сложность работы, она ни разу не пожалела с выбором профессии. Начиная со студенчества, я уже знала, что пойду именно в адвокатуру. Потому что я сама по себе не обвинитель, я именно защитник. Я всегда была на стороне справедливости, всегда защищала слабых, и поэтому именно эта профессия мне по душе. За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей по защите прав и законных интересов граждан и организаций адвокатов Абхазии наградили почетными грамотами и медалями за верность адвокатскому долгу имени заслуженного юриста Ивана Зарандия. Аля Катрапшра Мукамки, Абхазское телевидение. Спикер парламента Лаша Ашуба встретился с представителями адвокатского сообщества. В встрече участвовали председатель Палаты адвокатов Абхазии Константин Чагава, адвокат Тамас Кецба, представители адвокатуры Российской Федерации, в числе которых председатели Палат адвокатов Республик Северного Кавказа и Республики Башкортостан, а также руководитель аппарата парламента Вадим Бжаня. Лаша Ашуба поздравил адвокатов Абхазии с вековыми юбилеями и приветствовал гостей, прибывших в Абхазию на юбилейные торжества. Константин Лаврентьевич, я хотел бы вас поздравить сегодня с этим большим юбилеем, большим праздником. Вы долгие годы стоите на страже прав и законных интересов наших граждан. Для нас, как для законодателей, эта деятельность очень важна. Добро пожаловать, уважаемые гости. Мы очень рады, что сегодня на этот юбилей адвокатуры приехала столь представительная делегация. До этого, я так понимаю, что в таком количестве такие представительные люди не приезжали, да, поэтому добро пожаловать. Мы очень рады нашей сегодняшней встрече. Я думаю, что будем встречаться и по другим добрым поводам тоже. Я думаю, что мы с Северным Кавказом, Российской Федерацией очень тесно связаны. Наши взаимоотношения не вчера начались, это вы все знаете прекрасно, как давно. И я очень рад, что мы сегодня здесь. В республику с рабочим визитом прибыла делегация Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации во главе с директором Дмитрием Арестовым. Делегацию принял вице-президент Бадра Гунба. Приветствуя гостей, Бадра Гунба отметил, что взаимодействие служб судебных приставов России и Абхазии происходит впервые и должно послужить импульсом на благо двух государств. Бадра Гунба выразил надежду, что подобные встречи станут регулярными для эффективного обмена опытом. В свою очередь, представители российской делегации поблагодарили абхазскую сторону за встречу. Также состоялась встреча делегации Федеральной службы судебных приставов России с руководством Минюста Абхазии. Обсуждались перспективные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, разработка меморандума и программы сотрудничества между Федеральной службой судебных приставов и Министерством юстиции Республики Абхазия. Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристине Такаладзе к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее обвиняют в том, что она собирала и передавала сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии. Свою вину Такаладзе не признала.
В Министерстве внутренних дел прошло очередное заседание комиссии по реализации госпроекта обеспечения дорожной безопасности. Комиссия заседала в полном составе. В ходе встречи утвержден заместитель председателя комиссии. Им стал начальник управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Эдуард Сергинава. Кроме того, члены комиссии внесли коррективы в проект и обсудили первоначальные этапы его реализации. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Вальтер Будба провел заседание межведомственной комиссии по реализации программных мероприятий, установленных ведомственной среднесрочной целевой программой развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы. В совещании приняли участие депутаты Народного собрания Стамур Герхелия Беслан Эмрухба, заместитель министра финансов Саид Губас, исполняющий обязанности начальника управления экономики администрации президента Алмасхан Адзенба, представитель МВД. В ходе встречи обсудили параметры программы, основной целью которой является повышение дорожно-транспортной безопасности и осуществление круглосуточного мониторинга транспортного потока на аварийно опасных участках дорог республики. В начале совещания председатель комиссии Вальтер Будба обозначил повестку заседания. Нам необходимо утверждение конкурсной документации во исполнение пункта 3.3 главы 3 постановления 31 от 7 марта 2023 года об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 23-25 года. Член комиссии депутат Астамур Герхелия высказал обеспокоенность по поводу возможной утечки внутренней информации в случае привлечения иностранных компаний для реализации госпрограммы, упомянув предыдущий опыт работы аналогичной программы «Безопасный город». Тогда к данным правонарушителей имели доступ представители других государств. Дмитрий Сергеевич Бат отозвал, насколько мы проинформированы, и вся информация, поток информации ходил вот сюда, в МВД. Я думаю, это правильнее. Тут уже 7 апреля, по-моему, Кабинетом министров было принято или законодательство иностранного государства, соответствующие критериям. Иностранным государствам, соответствующим критериям, как возможно будет нашу информацию всю туда отдавать. Подобные угрозы понятны, но в данном случае они исключены, отметил министр внутренних дел Вальтер Будба. Мы однозначно делаем базу МВД, она никому не будет принадлежать, и более того, мы вот обсуждали в прошлый раз, что мы даже к разработчикам программного обеспечения будем подходить очень осторожно, и в приоритете будут наши местные разработчики. В ходе заседания избран заместитель председателя комиссии. Им по решению большинства членов стал начальник управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Республики Абхазия Эдуард Сергинава. Также обсудили представленную конкурсную документацию для реализации проекта по обеспечению дорожной безопасности. Итоги совещания озвучил министр Вальтер Будба. Конкурсная документация была изучена, внесены ряд поправок. И на следующее заседание, которое будет у нас 10 мая, значит, уже будет подготовлен полностью весь материал, конкурсная документация будет готова, утверждена. После этого мы будем определять, значит, полный пакет конкурсной документации, и после того мы будем определять уже день начала конкурса. Финансирование программы на 2023 год предусмотрено в размере 40 миллионов рублей, на 2024 год 80 миллионов рублей, на 2025 год 30 миллионов рублей. Основной целью программы является минимизация нарушений ПДД с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. В преддверии 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на набережной Махаджиров прошел конкурс строевой подготовки. В нем участвовали старшеклассники всех общеобразовательных учреждений столицы. Организатор конкурса – Управление образования столичной администрации. Репортаж Эсмы Голанзе. Две шеренги. Стройся. Направо.
Громко и вдохновенно спеть строевую, пройти чеканя шаг, четко и безошибочно выполнить команды. 17 общеобразовательных учреждений столицы соревновались в строевой подготовке. Конкурсу предшествовала большая работа. Учащиеся 9-11 классов под руководством военруков активно тренировались, готовили единую форму для своей команды, выбирали название и девиз. Наша подготовка длилась около месяца. Начальная военная подготовка, наш военрук, кажется, Адам Бесанович, что я говорил прежде. И непосредственно он дал нам много новых знаний. И очень нам нравится то, что есть такие люди, которые занимаются патриотическим воспитанием детей. И это очень важно столь послевоенные годы, сложные для Абхазии. Мы готовились к этому мероприятию довольно долго, каждый день занимались по несколько часов. И мне кажется, это все пройдет не зря, и мы займем самое лучшее место здесь. Как только я узнала, что наш преподаватель собирает команду, я сразу же записалась, потому что для меня очень вся эта тема интересна. Мой дедушка участвовал в Отечественной войне, поэтому я посчитала себя обязанной принять в этом участие. А твоя семья как реагирует? Дедушка сказал, я очень тобой горжусь. Мама, правда, немножко скептически отнеслась к этому, но когда увидела наши тренировки, что у нас уже из этого всего вышло, то поддержала мою идею. Вот сестра здесь тоже рядом со мной стоит, болеет за меня. Дедушка сам не пришел? Дедушка, к сожалению, не пришел, ему не позволило здоровье, но он за меня болеет, я уверена. Он видит по телевизору. Конечно. Конкурс строя и песни уже стал традиционным. Он нацелен на воспитание чувств патриотизма, пропаганды и популяризации военной службы и здорового образа жизни. Организатор конкурса – муниципальное учреждение столичной администрации управления образованием. На самом деле очень интересная тематика. Это патриотическое направление, патриотическое воспитание наших детей, насколько они чтят наших героев. Я думаю, что наше новое поколение будет знать наших героев, наших ветеранов. Дай Бог в преддверии праздника всем здоровья, мирного неба, и чтобы дети наши не знали, что такое слово «война». Среди больших школ первое место заняла 10-я школа, второе – 4-я. Бронза досталась 6-й школе. Среди маленьких победителем назвали 7-ю школу. Серебро и бронза достались 8-й и 12-й школам соответственно. Подобные патриотические акции посвящены героическому прошлому наших предков. Ведь никто не забыт и ничто не забыто. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Доме Москвы в Сухуми прошла историческая викторина «Этих дней не смолкнет слава», в которой приняли участие 8 команд школьников из всех районов Абхазии, а также города Сухум. Вопросы викторины были разделены на 3 блока: причины войны, война и ее последствия. По итогам первое место заняла команда города Сухум, второе – Гудаут и третье – Тхорчала. Победителям вручили грамоты и призы. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и Домом Москвы в Сухуми. Состоялось очередное заседание Сухумского городского собрания, на котором был заслушан отчет главы жилищно-коммунального департамента Юрия Дбар. В структуру подведомственных департаменту организаций входят муниципальное управление водоканал, благоустройство и ДРСУ. Юрий Дбар рассказал о проделанной за год работе и о средствах, которые были израсходованы на эти цели. Отчет был принят единогласно. Также депутаты единогласно проголосовали за включение в общественную комиссию при Сухумском городском собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум от Общественной палаты Тенгиза Джопова. На заседании горсобрания также присутствовал мэр города. Депутаты обсудили с Бесланом Эшпо множество вопросов о благоустройстве столицы и подготовке к празднованию Дня Победы в войне народа Абхазии. Беслан Эшпо обратился к депутатам с предложением перераспределением профицитных средств бюджета за прошлый год и использовать их для благоустройства столицы, а также подготовки к празднованию Дня Победы 30 сентября. В прошлом году, исполняя бюджет, мы его перевыполнили. Основная львиная доля заслуги, конечно, это наши налоговые службы. Вот. И мы, значит, решили так, пока, во всяком случае, в администрации посмотреть, как первый квартал закончим, для того, чтобы приступить к распределению прошлогодних денег.
Поэтому первый квартал, слава богу, да, мы вышли с плюсом все вместе, да, общими усилиями. Да, у нас плюс 18 миллионов рублей, может это в цифрах не так, но 106% исполнения. Перспективы у нас хорошие, и в случае, если и сезон нас не подведет, и все остальные останутся в таком режиме работы, как сейчас, скорее всего, у нас бюджет этого года тоже, пока не хочется забегать вперед, только первый квартал, а он считается самым сложным по сборам, да, потому что это межсезонье так называемое. Поэтому можем говорить о том, что мы можем прошлогодние деньги пересмотреть. Ну, еще есть основания для этого, так как этот год юбилейный к победе, мы вам как-то отдельно в такой короткой письменной справочке прислали о том лидерных объектах, которые мы хотели бы сделать. Ну и сейчас так расскажем, как собираемся предложить вам, чтобы перераспределить данные средства прошлого года. Репортаж заседания Сухумского городского собрания смотрите в нашей программе 6 мая. Чемпион мира WBO среди молодежи Игорь Адлиба проведет свой следующий поединок в рамках вечера бокса, который пройдет 6 мая на многотысячной арене «Уралец» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Игорь сразится против первого номера Молдавии в среднем весе Максима Черничука. В его активе 4 боя, но он уже обходит будущего соперника на 92 позиции в мировом рейтинге и находится в шаге от топ-100. В соответствии с распоряжением Кабинета министров, в понедельник, 8 мая, объявлено дополнительным выходным днем. Это сделано в целях обеспечения условий для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 6 и 7 мая на территории Абхазии ожидается в субботу облачная погода, в воскресенье дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 16-21 градус тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Камшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.